Карл Георгиевич Башарин, доктор медицинских наук, профессор, ректор Народного университета трезвого здорового образа жизни, академик и вице-президент Международной академии трезвости. Сегодня мы проводим 10-е угловские чтения. В нашем университете руководство университета, ректор, президент уделяет большое внимание формированию трезвого здорового образа жизни и патриотическому воспитанию. Я хочу вам представить прежде всего Углова Федора Григорьевича. Это гуманист, выдающийся гуманист мира, пламенный патриот России, ученый с мировым именем, хирург, который попал в книгу рекордов Гиннесса как долго практикующий хирург. Его хирургический стаж 75 лет. 100 лет он делал операции. Умер он на 104-м году жизни. Написал много книг, десятки тысяч статей. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде спас многих солдат и офицеров. Работал дни и ночи все 3 года. Так. И почему он добился таких успехов? Потому что он никогда не курил, не пил. Более 40 лет он возглавлял Союз борьбы за народную трезвость. Садитесь. Ну не могу поверить, что в таком возрасте вы без очков и оперируете без очков, что у вас не дрожат руки. Федор Григорьевич. Ничего удивительного нет. Я всю жизнь не пил, не курил, не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил ни одной папиросы. Федор Григорьевич, невероятное долголетие. И человеческое, и профессиональное. Это просто удивительно. Вот говорят, что есть 3 порока, сокращающих жизнь людям. Это курение, алкоголь и женщины. Как вы? Непорочны? Нет. Я, значит, не пил никогда, не курил и вел нормальный образ жизни. Вот, скажем, любовь. Это очень важная вещь. А без нее жизнь не только неинтересна, но и вообще неполноценна. Но если этой любовью злоупотреблять, то ты сократишь свою жизнь. Итак, я лично знал Углова. Он пригласил меня на свой 100-летний юбилей в Таврический дворец Санкт-Петербурга, который проходил 5 октября 2004 года. Вот я был в Таврическом дворце и выступил от имени всех медицинских работников России и СНГ, от имени нашего Якутского государственного университета и всех трезвенческих организаций России и СНГ. И прочитал стихотворение народного поэта Якутии Семена Данилова «Мой русский язык». И это выступление очень понравилось Углову. Затем я его поздравлял на съезде трезвенческих организаций, который проходил тоже в Санкт-Петербурге, и на его кафедре. А сейчас я хочу показать другое видео. Вы увидите ученика, друга и соратника Федора Григорьевича Углова, единомышленника, Владимира Георгиевича Жданова, всемирно известного ученого, которого я пригласил сюда, в университет, в 2009 году. Федор Григорьевич умер в 2004 году. В 2008 году, на 104 году своей жизни. А в 2009 решением Международной академии трезвости и Союза борьбы за народную трезвость стали проводиться всероссийские конференции, посвященные
Федору Григорьевичу Углову. Вот сегодняшняя конференция, это тоже всероссийская конференция. Вы на этой конференции присутствуете. Так? Итак, перед вами Владимир Георгиевич Жданов. И объявляю следующий профессор Башарин, доктор медицинских наук. А Карл Георгиевич, как всегда, в шапочке, в белом халате, идет на трибуну, зал сразу захлопал. Он вышел и своим громогласным голосом заявил: «Я хотел бы возразить профессору Жданову». Весь президиум сразу: «О, сейчас он ему врежет, так сказать, ага. Вы абсолютно не правы, Владимир Георгиевич, утверждая, что наркомания начинается с первой выпитой рюмки и с первой выкуренной сигареты». Эти еще более приободрились. Наркомания начинается с первой рюмки и с первой сигареты, которую ребенок увидел в руках у своих родителей. И снял. Ну, все-таки я во многом завидую вам, молодым студентам, что есть у вас здесь в Якутске вот такие профессора, как Карл Георгиевич. Ну, а себе я тоже завидую, потому что действительно по жизни Федор Григорьевич Углов был моим учителем, великим учителем, был моим старшим товарищем, а в общем-то я согласен с Александром Николаевичем Майоровым, он мне заменил и рано ушедшего моего отца. Память о Федоре Григорьевиче, этом великом человеке. Вы знаете, это человек, который спас наш народ от уничтожения. Действительно, даже малые дозы наркотических веществ, алкоголь это наркотик, они наносят огромный вред организму человека. И вот представьте себе, только за 40 лет, благодаря алкоголю и табаку, было, когда вот колонизировали Северную Америку, 130 миллионов человек. Понимаете? А вот сейчас, вот в наше время, за 25 лет в России, за 25 лет, с 1990 года, когда Советский Союз развалился, так, умерло мужчин работоспособного возраста, сколько вы думаете? 40 миллионов человек. Понимаете? 40 миллионов. И каждый год умирает, вернее, рождается более 200 тысяч детей-уродов. Вот почему мы проводим большую работу в России, так вот, Жданов, я, мы создали Международную академию трезвости в 2003 году. Сегодня в спорткомплексе «Приом» впервые в таком масштабе проводятся угловские чтения. Угловские чтения проводятся с 2009 года. Тогда координирующим центром выступил Санкт-Петербург. В нашем городе организатором проекта является профессор СФУ Карл Георгиевич Башарин. Наш университет придает огромное значение формированию трезвого здорового образа жизни среди молодежи. Молодежь – это наше будущее, они должны быть трезвыми. Посвящено это мероприятие Федору Григорьевичу Углову, советскому и российскому хирургу, доктору медицинских наук, профессору, академику РАН. Это человек, имя которого занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего практикующего хирурга в истории медицины. Дожил он до 104 лет и умер в 2008 году. До начала несколько минут, все спешат занять места, но до этого нужно зарегистрироваться. 3000 мест и практически все они заняты. Перед началом каждому участнику было выдано учебное пособие Карла Георгиевича, которое написано на 3 языках. Ну а мы поинтересовались у студентов, что для них означает трезвый и здоровый образ жизни. Соблюдаете любой здоровый образ жизни. Да? А вот как вы понимаете, как Карл Георгиевич Башарин, да, именно трезвый и здоровый образ жизни? Что это? Здоровый образ жизни – это прежде всего не пить, не курить, и помимо этого хорошо питаться, заниматься спортом, не курить, не пить, вообще не заметить. Нет. Задержался, что поэтому Алкоголь – коварный разрушитель организма человека. Так звучит тема выступления Карла Георгиевича. Мы победим эту гадость, но только вместе. Есть 3 причины. Первая причина – это незнание закона трезвости. Вторая причина – это доступность алкогольных изделий. И третья причина – программирование. Среди
молодежи, которые находятся в зале, оказались и те, кто занимается исследованием проблем алкоголизма в своих научных работах. Я выступила с докладом на проблему алкоголизма в произведениях Иннокентия Григорьевича Сергачева, мой научный руководитель Зоя Константиновна Башарина. Выступила в городе Севастополь, именно вот видела Жданова. Да. У нас доклад посвящен вот именно произведениям Иннокентия Григорьевича Сергачева. Он написал более 900 произведений, посвященных алкоголизму. И нам бы очень хотелось, чтобы наша якутская молодежь придерживалась здорового образа жизни. Радует, что большинство ребят ответили: мы за трезвый, здоровый образ жизни. Мы новое поколение, которое нацелено на здоровое и благополучное будущее. И сегодняшнее мероприятие подтвердило это. Вы все можете активно включиться в эту борьбу, так, и писать доклады, пропагандировать трезвость среди населения. Вот ваша задача. Быть волонтерами, как Федор Григорьевич Углов, как Жданов, как я и многие другие. Надо внимательно смотреть и об увиденном, услышанном рассказывать своим родным, близким и так далее. Впервые за всю историю человечества, как врач-патологоанатом, сформулировал закон трезвости, основной закон науки сабриологии, науки об отрезвлении человека и человеческого общества. Так? Я проанализировал работы ученых, физиологов, невропатологов, психиатров, которые изучали вред алкоголя даже малых доз, подтвердил их выводы и вот сформулировал такой закон. Вот значение закона трезвости и угловских чтений в первичной профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании. Значит, это не только профилактика наркомании, но и болезней. Вот поднимите руки, кто в Новый год пил шампанское. Вот, видите как? А кто пиво пьет, кто курит. Вот сегодняшнего дня, так, посмотрите это и сразу бросайте. Почему? Потому что если вы внимательно смотрели и слушали, то вы должны сделать правильный вывод. Например, мой дед 50 лет курил трубку, да? Он родился в дореволюционное время. Вот когда значит, наступила советская власть, приехали врачи и провели лекцию о вреде табакокурения. Он 50 лет курил, сразу же бросил. Представляете, сразу бросил. Вот о чем речь идет. И дожил до глубокой старости. Трезвость – это полная свобода человека от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние всех живых существ, включая человеческое сообщество. Нарушение закона ведет к вырождению и гибели как отдельного живого существа, так и всех живых существ и человеческого сообщества. Вот такой закон. Этот закон надо пропагандировать. Вот почему наша республика лидирует по формированию трезвого здорового образа жизни, поскольку я как вице-президент подготовил школу сабриологов, профессоров, доцентов и академиков работают. Так, поэтому 188 поселений отказались от розничной торговли алкоголем. Это очень уникальный случай в мире, поэтому к нам приезжают сюда поделиться опытом. И вы должны это пропагандировать активно. Вот перед вами ученые, которые доказали даже малых доз алкоголя на организм. Это вот Сеченов. Так, вот мои материалы. Вот головной мозг нормальный. Так. Вот головной мозг нормальный и у пьющих людей. Если человек будет постоянно пить, у него головной мозг уменьшается до размеров кулака. Вот причина того, что у него пропадает память и наступает параличи рук ног. Вот посмотрите, пивное сердце. Сердце нормальное, и
сердце увеличенное, окутанное жиром. Это сердце может увеличиться в 10 раз. Это так называемое пивное сердце. И впервые это пивное сердце описали, кто вы думаете, немецкие ученые. А Германия родина пива. Это так и называется пивное сердце. И это пивное сердце, значит, увеличивается в размерах больше 10 раз. У меня там в музее на кафедре вот это сердце есть, можете пойти посмотреть. Кроме того, пиво действует и на головной мозг. Могут возникнуть психозы, галлюцинации, бред и так далее. Вот сосуды кровеносные поражаются, атеросклероз. А вот это головной мозг молодого человека, который 3 раза попадал, ему было всего 25 лет, 3 раза попадал в медвытрезвитель и умер от кровоизлияния в головной мозг. Вот обморожение. И этому человеку отрезали нос, он ходит с 2 дырками здесь. Вот руки обмороженные. Вот это вот юноша 17 лет. Первый раз выпил рюмку водки. Он никогда не пил. Он, значит, поступил в колледж какой-то, так, сдали экзамены. А в комнате 5 человек было. Он один не пил, а все 4 пили. Ну, сказали, давай за компанию пей. Тогда вот таких лекций не проводили, как я провожу. Так? Но он выпил и захлебнулся в рвотных массах. Видите? Пищевод там заполненный пищей. Так. Ну вот, теперь все эти пьющие ведут беспорядочную половую жизнь и заражаются 80 болезнями венерическими, в том числе сифилисом, гонореей, СПИДом и так далее. Вот посмотрите сифилис, это тяжелое заболевание, годами идет. Поражает все органы, разъедает кости, вот нос провалился, видите? Кто из вас знает гимн России? Пожалуйста, поднимите руки. Так 5-6 человек поднимают, вы можете сказать? Практически никто не сказал. Вот в чем дело. Тогда как? Вот я был в Америке, ну, в других государствах. Знают гимн, все знают. Представляете, все знают. Кроме вот нашей страны. Поэтому я в 2006 году выучил гимн России и в учебный процесс медицинского института у себя на кафедре вел. Обучил свыше 2000 студентов, которые стали успешными людьми. Оказывается, гимн России улучшает память, человек становится самостоятельно мыслит и действует, так? Вот. И появляется уверенность у него. Россия! Священная наша держава! Россия! Любимая наша страна! Могучая воля! Великая слава! Твое достояние на все времена! От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Будьте дисциплинированы, ответственны, активны, неутомимы в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, великой Родины России. Да здравствует Россия! Да здравствует Якутия! Да здравствует Северо-Восточный федеральный университет! Ура! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Будьте патриотами Родины и помните, что только первая Россия станет великой, как говорил Федор Григорьевич Углов. Спасибо за внимание, желаю успехов в учебе и в жизненном марафоне.